такая красота, ребят. Река, природа. Все очень красиво. Все цветет. Птицы поют. Всем привет, ребят. В этом видео хочу я немножко рассказать и показать свой новый автомобиль, который я прикупил. Многие подписчики спрашивали, просили показать. И в этом видео я вкратце расскажу. Вот смотрите, наш новый автомобиль. У меня до этого была Калина. Немножко помыл, но вот видно некачественная мою машину. Одним словом, была Калина. Я проездил на нем ровно 10 лет, ровно 10 лет и 1 день, но примерно так вышло. И я прикупил, мы с семьей прикупили Гранту. Лада Гранта универсал. В принципе, кузов тот же самый. Размеры все одинаково, что и была Калина до этого. Немножко вот только морда у него как бы другая. Если присмотреться, у меня на Калине вот таких выемок ничего не было. Выемок не было. Здесь все гладко было. Здесь очень много этих расщелин сделано. В принципе, все одинаково. На фарах, вот вкратце расскажу, в фарах дополнительно вот ходовые огни, наверное, называются, вот эти поставили. А так, в принципе, все одинаково. Под капотом я не знаю, думаю, ничего толком объяснить не могу. Я в двигателях, будем считать, не очень разбираюсь. Но по лошадям у меня на Калине было 82, наверное. А здесь вроде как 87 лошадей. Ну, в принципе, то же самое. Аккумулятор. Аккумулятор стоит, двигатель, бачки. Одним словом, характеристику можно посмотреть и в интернете. Двигатель стоит и стоит. Крышка написана АвтоВАЗ, Роснефть, заливать. Рекомендуют. Вот. Получил номера, вот такие номера, если я в основном до города езжу. Если кто встретится, узнает мои номера, можете пикнуть, это значит мои подписчики. По салону, в принципе, сейчас я чуть позже. Здесь вот задняя дверь. У меня на Калине здесь была как бы кнопка «Открывай дверь». Это неудобно, честное слово. Замерзает все время зимой. Сейчас все сделано на Гранте. Вот такая кнопка тут. Интересно, вон. И, короче, думаю, зимой не будет замерзать. Багажник по размеру тот же самый. Запаска вот так у меня лежит, потому что я езжу в город и всегда груженным приезжаю обратно. В случае что, замена колеса, там колесо всегда под вещами. Это один минус в нем. Я бы посоветовал здесь вот это колесо как-то вот здесь установить. А внизу этот место просто вот как-то под вещи как-то придумай что-то. Дно побольше сделать вот здесь. А колесо вот чтоб тут стояло под рукой всегда. Не надо, чтобы копаться, все вещи вытаскивать. Прикупил новый домкрат. У этой машины домкрат вообще говно какое-то пластиковое. Я не знаю, как это. Страшно даже подумать, как поднимать машину. Ну, прикупил вот новый домкрат. Без домкрата никуда. Вот. Багажник хороший, много вещей влезает.
Тут, в принципе, ну, высота устраивает. Мы рослые люди. И здесь проход тоже не маленький. Салон большой, между прочим. Очень даже неплохой салон. Вот. Сиденье там, ну, здесь еще вот на колени вот этой подголовников не было. Здесь подголовники. И, как сказать, сиденье, задники отходят на две части поделено. Скажем, один человек тут сидит, а этот может подвинуть и груз там загрузить, вещи какие-то. Вот. Колеса 14 стоят. Я антикором ничем не обрабатывал. Так, давайте ветрено на улице зайдем. По салону пробежимся еще. Тут в этой комплектации одна подушка безопасности. Одна подушка безопасности вот тут у водителя. И я как бы в принципе по бюджету я и выбрал эту машину. Я хотел купить сперва Гранта Лифтбэк. Ну, присматривался. Много присматривался, отзывов читал. Но вот как я увидел эту Гранту Лифтбэк, задняя часть мне не понравилась. Багажник у него очень большой, но мне лично не по вкусу вот эта машина. И я остановился на универсале вот Гранта. И лично мне все до мелочей все пока устраивает. Очень хорошая машина. По лошадям чуть-чуть сильнее Калина. Дополнительно здесь вот ходовые огни. Здесь сделано. Второй, если сравниваю его с Калиной, у меня это третья машина, четвертая машина получается. Из легковых третья, так-то у меня еще УАЗик есть. И сравнивая с Калиной, на Калине обычно механика была руль, а здесь электроусилитель. Это для меня непривычно. Очень мягкий руль. Крутишь, ты не чувствуешь вообще. Это второй, вот ходовые огни, руль электроусилителем. Дальше эта машина не заводится, пока не нажимаешь сцепление. Не знаю, или мне такая машина попалась, или... Да нет, почему? У меня сосед тоже Гранта седан купил, и такая же картина. Пока сцепление не нажимаешь, ты не заведешь машину. Вот. Это третий, что вот у меня не было. Четвертое, для новичков это очень большой плюс. Очень большой плюс в том, что когда ты едешь уже, скажем, 80 километров, четвертый скорость 80 километров едешь, ты не чувствуешь, ну, новичок не понимает, надо уже переключаться или не надо. И тут на панели прибора есть подсказка. Вот ты едешь, и когда уже время пришло переключить скорость, тебе идет подсказка, ну, нажимай на пятый. Скорость пятый, передача пятая и стрелка вверх. Значит, надо переключиться уже на пятую скорость. Вот. Так, ну, полную характеристику я, конечно же, не буду рассказывать. По двигателям, как и говорил, ничего объяснять не буду, потому что я не очень там разбираюсь. Чувствуется сильнее машина, чувствуется помощнее машина, чем моя Калина. По лошадям вот именно чувствуется. Так, что еще? Вот эта машина стоила 527 500. Плюс это вот краска. Покраска там, цвет, роль тоже играет 6000 еще плюс. Это получается 533 500. Кроме этого, на эту сумму я еще добавил вот эту магнитолу. Две колонки, получается, две колонки. И защита двигателя. И еще так,
музыка, защита двигателя. И еще вот на переднюю часть решетку поставили, ну, чтобы камушки не взлетали, летели. Это 3000 еще дополнительно. Ну, очень большие щели, сейчас я покажу. В принципе, вот смотрите, вот щели очень большие. Ну, у меня на Калине, в принципе, такие щели тоже были. Я проездил на 10 лет и ничего не поменялось. Там, скажем, ничего не залетало. А здесь вот, ну, решетку поставил уже для безопасности. И очень много это овода вот держит. Между прочим, также очень много мусора летит туда, в радиатор. Это все тоже плюс. Пусть будет. Вот. Думаю, также будут вопросы, почему я поменял. Почему, ну, Калина, в принципе, меня ни разу не подводила, я так скажу. За 10 лет езды у меня 2 раза вот этот мозг сгорал. Там, ну вот, вырубаешь автомобиль и не заводится, там какое-то замыкание идет и горит все. Там в салоне там запах гари получается. И 2 раза вот меня тащили на буксире. И 1 раз в город пришлось на буксире меня тащить на ремонт. И 1 раз по пути еще порвался ремень ГРМ. Все, больше таких крупных поломок не было. Вот. Я очень был довольным своей Калиной. А сейчас вот последнее время по мелочи начало все, там что-то случалось, там, ну, я не такой механик, чтобы все качественно там, да и не люблю я заниматься техникой, там, ремонтировать. Ну, не 1 год мы это копили деньги, много лет мы собирали, откладывали и набрали вот такую сумму, чтобы купить недорогую, но самую по средней цене машину. Вот, как сказать еще, я рассчитывал примерно на 550 тысяч, примерно на такую сумму. Вот, и вот этот, как сказать, этот вид автомобиля Гранта Универсал, там был стандарт, это без, ну, здесь у меня вот эти кнопки, чтобы электроподъемник стекла. Так. Электроподъемник стекла. Здесь у меня вот ключ без кнопок. Самому приходится закрывать дверь. Тоже чуть-чуть неудобно. Я выбрал такую комплектацию, что вот переднее стекло открывалось и был кондиционер. На больше я не рассчитывал. Уже там суммы уже поднимались. И желательно, как сказать, кондиционер, чтобы был. А обогрев стекла, зеркало, это лишняя электроника. Я не люблю лишнюю электронику, что там все время где-то замыкаю, что-то случается. Нет. И, короче, я зашел в салон. В одном салоне карантин, с этим карантином выбора не было, только универсал Оптима была, Оптимум или Оптима, ну, белого цвета. Мне не нравится этот цвет и чуть-чуть дороговато для меня было. А в кредиты лезть я не люблю. Потом заехал на другой салон. Я хотел универсал классик, классик Оптим или что-то там, но третий снизу, третья категория вообще автомобиля, третья комплектация. И там кондиционер был. Кроме этого, что здесь у меня есть, еще был кондиционер. Я хотел это взять. Но также нету машины. Уже цены поднимаются. Опять уже на 6 тысяч машину за месяц. Уже 6 тысяч цена поднялась. Дай, думаю, но все равно, дай, думаю, что есть, посмотрю. Сяду, хоть почувствую машину. Когда мы шли на этот, где машины, вот эти автомобили стоят,
я из этих рядов вот увидел эту машину. Вот мне вот цвет почему-то понравилось. Может, другим кому-то это золотисто-коричневый цвет, так называемый. Я увидел эту машину, вот как будто вот мы пара с ним. Вот мне вот сразу, вот моментально вот эта машина понравилась. И я сел в машину и продавцу говорю, оформляйте. Я сразу 10 тысяч я им оплатил, и они забронировали. Забронировали, и через несколько дней уже я поехал и купил. Также пойдет сейчас вопрос, куда я дел калину. Есть у меня один подписчик, который 100 раз уже мне писал, чтобы я сжег эту калину, утопил там, привет тебе. И одним словом, я калину автотрейдином я в салон отдал, а уже скидку мне сделали. Получается, калина у меня 2010 года, и за эту калину мне дали 110 тысяч. 110 тысяч. Я ничего не менял, у меня как бы там мелкий ремонт очень много накопилось, но вот оценили 110. У меня спрашивают, за сколько ты отдашь свою калину, ну, свой автомобиль. Я им говорю, 130 тысяч. Но я посмотрел по Авито, там, сколько предлагают, там, сколько просят люди за машину, за такой возраст. Я им говорю 130. И они мне отвечают, ну, примерно так и будет. От 90 до 130 тысяч. Оценка такого возраста автомобиля. И сходил в ГАИ, там, короче, взял карточку, что-то там для автомобиля, я не знаю, чтобы скидку сделали. И пришел, через 2 часа 110 тысяч мне скидку сделали. И вот скидку сделали, все это дело. И что мы с женой накопили денег, на эту сумму мы вот и купили. Много подписчиков вот мне также писали, что я купил для охоты каракат, который стоит от 160 и до 300 тысяч. На нем я, может быть, 1-2 раза в год съезжу, но эта машина мне важнее. И вот, как сказать, поэтому я купил машину, так скажем. Вот. Что еще добавить? В принципе, вот я рослый человек, вот, как сказать, и до потолка еще место есть. А когда я сяду в 14-й, старый модель 14-й, там, конечно, у меня уже голова упирается в потолок. Вот. Ну, примерно я рассказал все, как было. Не хочу ни от кого утаить что-то. В моих видео вы будете видеть эту машину, я буду ездить на нем в город, и может, ну, далеко не поедешь, сейчас уже все дороги, где я ездил на рыбалку, все размыло, дороги нету, чтобы ездить на колени куда-то, если только на Вычегду или на еще куда я не езжу, там дорога есть, но желания у меня нету куда-то ездить, вот. В данный момент печка греет очень хорошо, очень хорошо. Вот сразу отключаешь, очень жарко становится. Не знаю, как покажет зимой эта машина, но, как сказать, сейчас тепло. Сейчас тепло, да. Все остальное я расскажу, может, добавлю как-нибудь через год. Через год покатаюсь зиму, как зимой себя покажет. Посмотрим. Вот. Ну что еще тут? В принципе, тут еще кроме этого, вот тут для всякого мусора такой бардачок небольшой. Уже вон сколько пыли. Очень много пыли вон. Когда ты покупаешь машину, он такой красивый, думаешь, таким все время будет, а пыли очень много. Потому что у нас грунтовка, дорога, и когда ездишь, очень много пыли накапливается. Вот. Но есть еще тут
это ГЛОНАСС или что там, если какая авария, чтобы там включил, нажал там, это уже на всех машинах так. О, смотрите, какой ветер сейчас на улице, очень ветрено. 14 колеса. У меня запаску я от Калины, я не запаску, а зимние не сдавал. Тоже пригодится. Ну, вроде все рассказал, ребят. Вот такая машина. Надо еще флешку прикупить, чтобы музыку слушать. Так-то радио хорошо слышно, но вот такой магнитола у меня. Еще про магнитолу скажу. Вот. Это магнитола. Многие говорят, что с города до Сторожевска радио слушаем, ловит. А у меня до Корткороса еле-еле. Уже в Корткоросе у меня ничего не слышно. Вот напишите, пожалуйста, вот, что можно там сделать, чтобы на больших расстояниях ловило радио. Может, что-то дополнительно надо поставить. Или магнитола такая. Вот, колонки вот такие. Ну, новая есть, новая. Блин, вообще радует пока. Чуть-чуть, вот скажем. Ну, сейчас панель прибора еще покажу. Вот такая панель прибора. У меня раньше другое было. Ну, единое. Здесь вот два кружка таких. Тут у нас получается, если дверь открыта, там показывает. Если ремень ты не пристегнул, это тоже пипикает. Здесь еще вот, как сказать, переключатель. У меня на колени было вот как на опелях, там как бы снизу вот такая штучка. Ты поднимаешь и вперед. Это задний ход. А здесь, как и на других, на УАЗике, скажем, задний ход у нас вот тут. Вот. Чуть-чуть непривычно, вот как-то все время туда, как будто хочется переключить на задний ход. А так, в принципе, нормально тоже. Здесь очень много тоже мусора можно положить. Жвачки, там конфеты у меня всегда тут. Так, ну дальше тут показывает масло, если что, аккумулятор, зарядка. Здесь вот это хорошая фигнюшка, короче, показывает, вот у меня топлива сейчас хватает на 367 километров до заправки, чтобы доехать. Дальше, чтобы переключать, вот там у меня на колени вот здесь была кнопка, удобно. Вот когда я еду, вот так включаю, а здесь чуть-чуть неудобно, скажу вам. Ну вот сейчас я буду сюда нажимать, и здесь переключается. Вот. Зарядку показывает. Температура у меня в жидкости двигателя там. Это фиг знает что. Это получается 21 сейчас на улице температура. Так, это тоже пока. Не знаю, это тоже время сколько я проехал. Фиг знает. Это тоже не знаю. Это 6,7, но на 100 километров сколько живет масла, бензина. Ну давайте сейчас заведем. Вот так. Вот завел я машину, он показывает, что двери открыты и не пристегнут ремень. Так, ну что, сейчас вот если нажать, то 14,1 зарядка показывает. 77, 76, вот охлаждение жидкости там 22 на улице. Ну, вот это не знаю, что тут 6,7. Ну, в принципе, надеюсь, понятно. На этом, ребят, я буду заканчивать фильм. Показал свой новый автомобиль. Для наших дорог это лучше не бывает. Я не буду брать за миллионы рублей машины, потому что пока нормальной дороги не будет, толку от этого я не вижу. И у дорогих машин очень дорогие запчасти. Вот. Будем ездить на
советских автомобилях, отечественных. Не будем привыкать к хорошему. И наглядный пример у меня Suzuki 6, иномарка, которая также ломается. Что бы вы мне ни писали, иномарка также ломается. Одним словом, ребят, все, пока. Удачи всем. Вот смотрите, как пипикает. Это дает знак, что я не пристегнут. Вот и все.